Президент Сердар Бердымухамедов, прибывший в Самарканд на первый саммит «Центральная Азия-Европейский Союз», также принял участие в церемонии открытия проходящего здесь международного форума «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических проблем. Консолидация во имя общего процветания». Форум, организованный в Конгресс-центре комплекса Silk Road Самарканд, стал важным событием в сфере экологии и изменения климата. В нем приняли участие лидеры стран Центральной Азии, представители Европейского Союза, ООН, международных организаций и финансовых структур. В форуме было продемонстрировано видеообращение генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, в котором руководитель международной организации подчеркнул актуальность поднятой темы и выдвигаемых государствами Центральноазиатского региона инициатив. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что климатические вопросы– приоритет в диалоге с Европейским Союзом. Глава государства выделил декарбонизацию и снижение метановых выбросов как ключевые направления, отметив практические шаги Туркменистана, включая создание соответствующей комиссии и присоединение к глобальному метановому обязательству. К концу 2024 года метановые выбросы в стране сокращены на 11%. Президент Туркменистана также отметил экологические инициативы Туркменистана, создание регионального центра по климатическим технологиям и подготовке программы перехода к циркулярной экономике и выразил надежду на поддержку Европейского Союза. Отдельное внимание было уделено вопросам зеленого перехода, водной проблематики и спасению Орала. Туркменистан предложил создать региональный совет ООН по вопросам водопользования в Центральной Азии. В завершении президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за гостеприимство и организацию саммита. Форум продолжится сессиями по зеленой экономике, биоразнообразию, чистой энергетике, управлению водными ресурсами, вовлечению молодежи и устойчивому городскому развитию. По завершении рабочего визита президент Туркменистана отбыл на родину. В международном аэропорту Ашхабада главу государства встретили официальные лица.